Не так много времени прошло с момента, когда пространство Zen вновь открыло свои двери посетителям. И вот мы снова здесь, на фестивале танго и контактной импровизации. Я считаю, что тоже имею небольшое отношение к танго, то есть это такая страсть, которая недавно смогла воплотиться в реальность, поэтому я просто счастлива сегодня принимать наших гостей, профессиональных танцоров и любителей, которые в этот вечер в нашем пространстве Zen могут попробовать танец, контактную импровизацию и аргентинское танго и почувствовать себя совершенно необыкновенно, потому что танец – это чудо, а аргентинское танго – это чудо в квадрате. Посредством танца ресторан надеется помочь своим посетителям еще сильнее приблизиться к состоянию Zen. Конечно, когда речь зашла о том, что сегодняшний вечер мы проведем в Зене, это непросто, потому что Зен – это не только ресторан, это пространство, где может, наверное, осуществиться очень-очень много интересных мероприятий. Подробнее о фестивале нам рассказал его организатор Сергей Головня. Мы добавили к контакту, современному контемпорари дэнсу, танго. Фестиваль, он вообще настроен на креативность, то есть в конце фестиваля будут как минимум несколько видеоработ, плюс это будет перформанс, который как минимум 1-2 перформанса, который будет происходить на Вилла Драго. Еще само пространство, то есть люди работают на то, чтобы создавать какие-то вещи. На фестивале присутствовало сразу 3 всемирно известных виртуоза аргентинского танго. Максимилиано Парадиза, маэстро аргентинского танго, учитель Ричарда Гира из известного кинофильма «Давай потанцуем» и его венценосные коллеги Лейлани Вайс и Клаус Принсборг. О том, что приготовил маэстро для участников фестиваля, мы узнали из первых уст. There is tango teachers and many people teaching around the world, but mostly all the teachers doesn't have a teaching system. They are teaching like kind of in a traditional way where there is no real direction of the teaching and the dancing, and the people learn a lot of things through choreographies. Everybody was very excited in this festival because I'm teaching in a way that the people enjoy the dancing, they have fun, they have a lot of pleasure, they don't have so much pressure like many times that they need to result and do things like putting the feet in this way, putting the body in this way, but just dancing, feeling, expressing. Ну и, конечно, мы не могли не спросить о том, чему ему пришлось научить Ричарда Гира. I was teaching him how to have this special way, you know, with a partner, how to create atmosphere with her in the way that passion is all the time present. So this was my job, not the whole movie, but to give him and her the feeling of passion and connection as a man and woman. Понравилась ли гостям ресторана Zen атмосфера фестиваля? We are in a very beautiful location and the festival is still happening. It has been incredible. Super nice people really interested in the classes, super concentrated in working. The organization is really nice and easygoing. В этот вечер за звуки и атмосферу на танцполе отвечал Клаус Принсборг, рассказавший нам об особенностях музыки, которую он обычно использует для такого рода мероприятий. This is quite traditional, and usually you play. There are 3 types of music you play. So you play tango. This is tango, and then you play milonga, which has a specific rhythm, and waltz, which has the rhythm of waltz, and you play them in certain sets. Получилось ли у участников фестиваля проникнуться атмосферой страстного танго? Здесь в зале это немножко сложнее, потому что это уже как бы все серьезно, ну и плюс эти камеры, свет и много людей. Состояние немножко меняется по сравнению с обычным. И очень зависит от настроения. Это может быть гармония, это может быть драйв какой-то, это может быть совершенно разные эмоции, зависимо от партнерши и от мелодии, и от настроения. Сегодня пока посмотрим, как получится.